Работу сотрудников Департамента юстиции непочатый край. Исполнение судебных решений, ведение производства по взиманию определенных сумм. У лиц, признанных должником, работа непростая и требует соблюдения строгих правил. В программе Елбасы «Современное государство для всех» плана нации 100 конкретных шагов намечено дальнейшее развитие института частных судебных исполнителей с постепенным сокращением государственных судебных исполнителей. Перевод государственных судебных исполнителей в частные организации в первую очередь сокращает расходы госбюджета и усиливает конкурентоспособность. Деятельность и законность действия судебных исполнителей также будет прослеживаться. Бұл енді жұмыс істеді, жұмыс істеп жатыр, балам әлеуметте 50%, 100 мың алса 50 мыңның әйел алып отыр. Бұл басқа күйеуге тиіп кетті. Бұл басқа әйел алды. Бұл әйелден баласы бар да, баламның бірақ 3 баланы мен бағып жатырмын. Осы күнге дейін мен бағып келатырмын. Осы Нұр Отан дегеніме 10 жыл болыпты, көшедегілердің бәрі біледі. Сонда ешқандай әділет жоқ қой деймін да. 3 баланы мен бақтым. Садиктен апарып беремін, справканы свидетель қылып, жаңа көршіден апарып беремін 10 адамнан, мектептен апарамын 10 адамнан. Ешқандай сот орындаушы, ешкім сотта шешіп бермейді. Әлі әлеуметті алып отыр 2006-тан бері. 2006-тан бері жұмыс істемеген балам, кеше 2009-да жұмыс істеді, соған дейін 1 миллион болып қапты 3 балам. Сол 1 миллионды қайттан алады ол? Министерство юстиции Республики Казахстан практику перевода государственных служащих в частные структуры проводило и раньше. К примеру, в 2002 году все государственные нотариальные конторы стали частными. И эта практика показала свою жизнеспособность. Точно так же Министерство юстиции по заданию главы государства планирует перевести службу государственных судебных исполнителей в частные. В будущем в стране будет полностью введен институт частных судебных исполнителей. К примеру, сейчас во всех районах области работают частные судебные исполнители. Растет спрос на службу частных судебных исполнителей, а значит, народ уже видит плоды государственной политики в этом вопросе. Известно, что частный судебный исполнитель за свою работу или за каждое исполнительное производство взимает с ответчика определенные проценты. Но в случае, когда исполнительное производство касается производства алиментов, заработной платы, а также в случае отсутствия у ответчиков доходов, постоянного места работы или же имущества оплаты работы, судебные исполнители будут производиться за счет республиканского бюджета.